Первая группа бывших работников Электроцинка сегодня отправилась в Центр занятости становиться на учет. В течение 2 недель в службу обратятся больше 1000 человек. С ними расторгли трудовые договоры 31 мая. Теперь задача специалистов Комитета занятости населения – оформить всех поступивших и помочь им с поиском работы. Кстати, в этом деле готовы поспособствовать и североостинские предприниматели. Тему продолжит мой коллега Хетак Плиев. Это Вячеслав Гудзибеев, 23 года, отдал металлургии. 12 из них проработал на Электроцинке. Сейчас встает на учет в Центре занятости. Надежда на то, что удастся устроиться по специальности, не питает. О переквалификации думать не хочет. Говорит, не тот возраст. В нашем государстве во всем не так много работы. Хотя и начали цениться специалисты. Но для них работы все равно не хватает. Всех работа уменьшилась. Я знаю, которые работали с Электроцинком, и они потеряли объем работы. Под сокращение на Электроцинке попали 1128 человек. Все они встанут на учет в Центре занятости. Принимать заявки здесь будут до 14 июня. Ведомство уже распланировало, как принимать людей. По 135 человек каждый день. Пособия люди начнут получать с 1 сентября. Их размер будет отличаться в зависимости от стажа и зарплаты, которые работники получали на предприятии. К примеру, первые 3 месяца безработный будет получать 75% от своей прежней зарплаты, а в следующие сумма будет постепенно уменьшаться. Но есть там в законе такое, но не выше максимального размера пособия, который составляет с 1 января 2019 года 8 тысяч, и не меньше минимального, а минимальное составляет 1500 рублей. А это Наталья Зарезина, она тоже бывшая сотрудница Электроцинка. Проработала там почти 20 лет. Дожидаться сокращения не стала. Из новостей узнала, что некоторые предприятия готовы взять себе на работу бывших электроцинковцев. 2 недели назад пришла в магазин строительных материалов, в отдел продаж. 2 сферы, абсолютно разные. Но признается, жить дальше надо. Конечно, тяжеловато, потому что профиль этой работы совсем другой, чем занималась на Электроцинке, и чем сейчас приходится к чему привыкать. Думаю, все получится. Время. А в этом магазине уже работают 3 бывших работников Электроцинка. А с 1 июня для уволенных сотрудников предприятия открыто еще 30 вакансий. Владелец бизнеса и член торгово-промышленной палаты республики Анзор Караев уверяет, предприниматели республики вместе работают над тем, чтобы трудоустроить бывших сотрудников Электроцинка. В Северной Осетии компании уже предложили порядка 300 рабочих мест. Еще пытаются договориться с 12 промышленными компаниями из разных регионов России. И уже 2 фирмы объявили, что у них есть свободные вакансии. Пока получили положительный ответ от Урупского горно-обогатительного комбината и от Черкесского предприятия по производству арматуры. И то, и другое предприятие примерно сделали заявки, готовы принять на работу порядка 60 человек. В сфере цветной металлургии в Северной Осетии работали 3 предприятия, остался лишь Победит. Но и там не требуется много сотрудников. С каждым годом в республике становится все меньше промышленных предприятий, хотя есть одно, где могут пригодиться профессиональные инженеры. Это завод «Электроконтактор», одно из немногих предприятий в республике, где могут трудоустроиться бывшие сотрудники Электроцинка по профилю. Правда, есть ли тут для них вакантные места, пока неизвестно. Впрочем, трудоустроить работников Электроцинка – дело государственной важности. Закрывая вредное производство, людям обещали – на улице не оставят. Глава республики тогда обратился к предпринимателям. Они на призыв откликнулись. Говорят, разработали целую программу и обязательно постараются помочь каждому. Хетак Плиев, Чермен Цураев, Новости Осетии.